Конечно, очень сложная ситуация для обогрева больших школ, да и маленьких тоже, потому что стены холодные, классные комнаты холодные. Даже если, несмотря на то, что охранники или же дежурные стараются включить обогревание с утра, чуть пораньше, ранним утром, все равно прогреться классная комната не успевает. И потом учащиеся заходят, выходят с классных комнат, в коридорах холодно и, естественно, холодно. Вот эти 2 часа, которые выключаются, вот, например, в центре вообще практически получается, что во всех образовательных учреждениях, там за исключением 2-3 образовательных учреждений, свет выключается с 9 до 11. Вот даже несмотря на то, что в школах стараются включить, там, предположим, в 6 часов, там, в 7 часов, да, за это время не успевают классные комнаты прогреться до такой степени, чтобы 2 часа там держалось тепло. Вот в начальной школе там немножко проще, потому что дети заходят, они в одном классе занимаются, и как-то их можно еще в этом классе удержать, там 2 урока, и как-то теплее там. А вот в других, в старших классах, там детей не удержишь, когда перемены, поэтому они выходят, заходят, двери открываются, естественно, там холодно. Ну и потом классы меняют, да, же старшеклассники, они там... в каких-то школах есть, да, в каких-то школах кабинеты меняются, там на английский идут, предположим, в другой кабинет, в русском секторе абхазский идут в другой кабинет. В каких-то школах вообще предметные эти кабинеты из класса в класс они идут. Естественно, они же дети, они бегают, прыгают, хотят отдохнуть, когда перемена, дверь открывает, не всегда закрывает, естественно, тепло не держится. В школах, где нет общей системы обогревания, конечно, холодно. Но у нас во 2-й, в 3-й, в 4-й школе там общая система обогрева, там, конечно, тепло больше держится. Что значит общая система обогрева? То есть своя котельная или что? Да, котельная у них есть, и они обогреваются. Да, тоже со светом все связано. Когда света нет, естественно, все это выключается, но когда греется вся школа, и коридоры тоже, когда вся школа греется, конечно, тепло лучше держится. А там, где такой системы нет, естественно, где обогреваются только классные кабинеты, естественно, там, когда коридоры холодные, естественно, там тепло меньше держится. Вот в детских садах у нас обстановка, чуть лучше скажу, только потому, что в большинстве детских садов у нас есть дизели. Когда свет выключают, значит, включается дизель. И обогревается, и свет есть, и обогревается с помощью этого дизеля. Но в 5 садах у нас нет дизелей, да. Те, которые были капитально отремонтированы, в этих садах во всех, это из 13 в 5 нету, а в остальных есть дизель. А в этих 5 нет намерения установить, все равно дети же там находятся, даже если нет капитального ремонта? Знаете, чтобы чтобы был дизель, да, просто купить дизель, который будет снабжать светом, это ничего не даст. Нужен мощный дизель, в который заправляется солярка и вырабатывает энергию. А эти мощные дизели, там не так просто их установить на все здание. И поэтому, конечно, намерения есть. У нас есть намерение провести капитальный ремонт всех образовательных учреждений. Но вы сами понимаете, что это не так просто. И, есть какие-то обещания, что какие-то образовательные учреждения будут, начнутся капитальный ремонт, но пока мы утвердительно ничего сказать не можем. А на самом деле, конечно, и глава города, и в государстве
собирают информацию, очень часто спрашивают, смотрят, приходили в школы, приходили в сады, смотрели, где какие ремонты нужны. Вот сейчас, например, тоже просили информацию о спортивных залах. Ну, работа ведется, но это все не так просто. Все привести в порядок, везде отремонтировать, чтобы все было хорошо. У нас то есть, если нет ремонта в школах, например, да, сейчас садики, более-менее вы сказали, какая картина, то и дизель ставить смысла нет, потому что дизель для обогрева и дизель для просто освещения – это просто разные для вещи. Освещения это разные вещи, да. Конечно. Это совершенно разное. Это нужно, конечно, нужен капитальный ремонт. Это же для обогрева там батареи нужны, там, целая система. Сейчас я это объяснять не буду, я именно этим не занимаюсь, хотя как физик могу себе представить, как это делается. Но все равно это сложно. Просто для света это комфорта не даст. А вообще вот в долгосрочном периоде вопрос вот с обогревом в школах решать как бы планируется? Потому что эта ситуация возникла не сегодня, да, она была и в прошлом году, и вполне вероятно, и скорее всего вероятно будет в следующем году. Вот что-то, не знаю, какие-то размышления на эту тему идут, может быть, какие-то планы есть или какие-то, я не знаю, намерения что-то сделать, или же просто даже думают на эту тему с тем, чтобы как-то выйти из этого положения, как-то, не знаю. Однозначно. Обсуждение идет, но я это озвучивать сейчас некомпетентно. Я просто могу вам сказать о том, как обстоят дела на сегодня в наших школах и детских садах. А на какой стадии находится обсуждение данного вопроса, я на это вам ответить не могу. Но обсуждение идет, все переживают, все стараются прийти к решению данного вопроса, потому что на самом деле когда нет света, классные комнаты быстро охлаждаются. Во-первых, когда есть свет тоже, вы понимаете, что напряжение не 220, как хотелось бы. И, естественно, проблемы с этим есть. Но все равно классные руководители стараются все-таки держать детей, учителя стараются беседовать с детьми, что приходили. Естественно, и посещаемость, она понижается в такой период. Заболеваемость выше. Я не скажу, конечно, что дети заболели именно из-за того, что света не было в школе или в детском саду. Да и дома тоже. А что дома обстановка у людей лучше? Дома там можно печки поставить, еще что-то. В школах это ты, да, наверное, не сделаешь. Не стоят же у людей не стоят у людей печки. Естественно, дома тоже холодно. И поэтому, в квартире, предположим, в центре города, что можно поставить нет, конечно, печку. Кто-то ставит буржуйки там по возможности, это частный сектор, скорее всего, наверное. В частном секторе, да. Так сейчас какова картина по заболеваемости? Как-то отразилось эти несколько дней этих отключений именно в часы учебные? Вы знаете, мы собираем каждый день информацию о посещаемости и требуем от руководителей школ, чтобы они мониторили, почему пропускают дети. В основном это по болезни. А простуда бывает разного уровня. Там как грипп, обычный грипп, к которому мы привыкли, и вместе с ним и свиной грипп, вместе с ним и другие какие-то, честно говоря, какие-то виды, о которых мы и не слышали. В общем, сейчас ОРЗ, ОРВИ, все, что хотите. От переохлаждения тоже наверняка заболевают, конечно. Возможно. Хотя сейчас очень тепло, дети одеваются, и если они двигаются, то в течение 2 часов, конечно, совсем там замерзнуть не получается. Я думаю, что
не думаю, а я сама, когда работала в школе, тоже выключали свет, да, вот на уроке, если холодно, да и в старшем звене делают пятиминутки, чтобы дети двигались, чтобы не было холодно. Ну, разные варианты, каждый педагог по-своему старается в это время, чтобы дети не переохлаждались, скажем так. Понятно, да, школы там еще как-то более-менее детишки взрослее, да, а садики, конечно, особенно вот эти 5 садиков, которые вообще ни дизеля, ничего не имеют, Ну да, как-то там совсем тоже, малыши, да, ну вот нету эти... ли, ну, такой вот, как бы, не было бы оправдано, если бы они, допустим, вообще бы не работали сейчас? Потому что, я думаю, там 1-2 дня походят дети и сразу заболеют. Понимаете, вот может быть, вот однозначно на это не ответишь, на такой вопрос, потому что родители-то работают. Вот. Надо Есть где-то семьи, детей оставлять, да. да, некому оставить. Но я помню, что во время пандемии, когда заболеваемость была высокая, мы делали группы. Там одна группа была в одном саду и собирали там детей, родители, которых обязательно должны были работать. Вот. Ну, был такой опыт. Но сейчас это делать тоже не имеет смысла. Во-первых, из-за болезней тоже. Вот. Ну, в общем, неординарная ситуация, сложная ситуация. Но все равно учебный процесс идет, и в детских садах идет учебный процесс, и в школах идет учебный процесс, и все мероприятия, которые мы должны проводить по плану, мы их проводим, и как-то сбоя как такового вот такого нет. Ну, я так понимаю, что сейчас и глава администрации Сухума, и все, кто имеет отношение к этому вопросу, думают о том, как и что будет дальше, да, вот в ситуации, вот если с электричеством будет это продолжаться, да, с отключениями и так далее. Обсуждение идет, и, естественно, вот каков будет результат этого обсуждения, потом вы узнаете. Но я надеюсь, что у нас со Светом все решится. Все-таки надеюсь. Больше на погоду, я надеюсь. Да. И на погоду тоже. Ну, месяц еще, если мы продержимся, потом будет теплее. Марина Колодина, спасибо вам большое. Мы желаем удачи во всех вот этих делах, чтобы были возможности для решения этих проблем в наших школах, и было и комфортно, и тепло. Спасибо вам большое за интервью. Всего доброго. Да, спасибо за пожелания. Я желаю всем здоровья.